неделю, и на следующей неделе у нас будет уже абсолютно много времени на отдых, да. И сейчас я слово передаю нашему другу, коллеге Василию Александровичу Пуляевскому. Он сейчас представится, расскажет, чем он занимается и чем мы будем с вами заниматься вот эти вот 4 дня вместе с Василием Александровичем. Пожалуйста, Василий Александрович. Всем добрый день. Рад всех видеть. Меня зовут Пуляевский Василий Александрович. Я много лет проработал. Василий Александрович, мы вас не слышим. Да? Слышим. Ага, все слышно. Слышно хорошо. Может быть, звук запаздывает? Хорошо слышно. Хорошо слышно. Да. Мне говорить медленно или звук запаздывает? В обычном режиме говорю. Не, нормально все, хорошо. Нормально. Ну, хорошо. Еще раз начнем. Меня зовут Пуляевский Василий Александрович. Я много лет проработал в службе спасения Республики Саха-Якутия. Сейчас мы занимаемся много с добровольцами, волонтерами, спасателями, потому что ваша поддержка, поддержка юношей, молодежи очень важна для нас. Потому что спасателей у нас не так много. Я сейчас вам покажу на карте, как все это выглядит. На всей территории республики работает всего лишь 190 спасателей, а работы очень много. Поэтому мы большое внимание уделяем тому, чтобы привлекать, обучая, привлекать молодежь, подростков к нашей работе, потому что они на самом деле могут нам оказать неоценимую помощь. Вот. Я сейчас хотел бы, чтобы вам показали маленький видеоролик в преддверии 27 декабря, Дня спасателя. Если можно, подключите, пожалуйста, видеоролик, нашу визитную карточку. Сейчас посмотрим. Угу. Так, ну, наверное, нас пока не слышат. Администратор. Так, сейчас включат. Ага, хорошо. Тогда я пока умолкаю. Сейчас такой небольшой ролик, он буквально минуту будет длиться, ну, чтобы вы представили себе тот ритм, с которым, в каком работает наша служба спасения Республики Саха-Якутия. Внимание, дежурная смена на выезд. Дежурная смена на выезд. Но сюрпризы готовит беда, сея слезы, голод и смерть, разрушая прах города и стремится их с карты стереть. Но на помощь, как боги с небес, к вам приходят без страха в глаза те, кто службу несет в МЧС, у которых отвага в сердцах. И на помощь, как боги с небес, к вам приходят без страха в глаза те, кто службу несет в МЧС, у которых отвага в сердцах. Вот так. С наступающим праздником. Мы с вами вместе поздравили наших спасателей. Он уже совсем скоро. А сейчас я скажу о том, как мы построим нашу беседу, наши занятия в последующие часы и сегодня. Хотелось бы, чтобы вы все смогли зайти на наш сайт, я вам потом в конце дам все данные, и посмотрели на этом сайте информацию, о которой я буду говорить, чтобы мы ее прорабатывали ежедневно. Кроме того, я бы хотел сказать, что мы, возможно, не ограничимся 4 часами, вот этими 4 днями. Если кому-то будет интересно, вы можете выходить на нас, на меня, и мы с вами можем продолжать занятия.
опять же, общаясь через по Zoom или через наш сайт. Вот. А сегодня у нас как бы профориентационная первая беседа, и мы должны поговорить, кто же такие спасатели, зачем они нужны. Вы все знаете, что сейчас новый век новых технологий, много работает заводов, газопроводов, строится много домов, развивается промышленность, и в связи с этим возникает больше рисков по возникновению различных техногенных аварий. То, что связано с деятельностью человека, мы называем техногенными авариями. Вот. В нашем государстве за последние 30 лет пострадало более 10 миллионов человек в России. Из них около 600 тысяч погибло в различных катастрофах. Поэтому вот я привел эти цифры, чтобы вы понимали, какое огромное несчастье приносят нам вот эти чрезвычайные ситуации. Вот. И, соответственно, в таких условиях в стране нашей необходимо иметь организации, в которых работают профессионалы, способные предупреждать и ликвидировать аварийные ситуации на разных объектах. Ну, на железной дороге, пусть на автодороге, в зданиях и так далее. Оказание оперативной помощи вот такой спасателям, они помогают спасти десятки и сотни человеческих жизней. Вот. И речь вообще в таких масштабах, 10 миллионов, да, пострадал человек. Это вообще относится, задача спасателя относится вообще к вопросам национальной безопасности в целом. Поэтому вот наши спасатели, работая на территории нашей республики, они обеспечивают как раз, стоят на страже здоровья и покоя наших жителей. И главную роль здесь, конечно, играет непосредственно сам спасатель. Профессия спасателя едва ли не самая героическая у нас. Вы знаете, что она завоевала невероятную популярность в нашем обществе, потому что спасатель МЧС – это человек, который в любое время суток, в любых условиях приходит на помощь. И помощь эта будет быстрой и профессиональной. Вот, может быть, мы даже вот попросим даже включить слайды, чтобы было с картинками, чтобы было интереснее, не только мое лицо вы смотрели. Пока я буду говорить, вот, может быть, подключат слайды. Ага, вот прекрасно. Вот. И я сейчас попрошу 4-й слайд поставить. И мы... Ага, вот 4-й слайд. Вот видите, на фотографии спасателя, кто он написано, да, здесь? А внизу стоят, вот как раз внизу в ряд, это спасатели нашего якутского аэромобильного отряда стоят. Это фотография как бы натуральная, да? Наши спасатели – это те, которые регулярно по всей территории республики выезжают и на тушение пожаров, на помощь населению во время паводков. Вот. Ну, видите, текст вы видите все, значит, я его пересказывать не буду. Только хочу сказать, что спасатель, конечно, это человек довольно профессиональный, который имеет по нескольку специальностей, который умеет многое. Конечно, это все к спасателям приходит не сразу, они учатся годами. И хотел бы отметить, что речь идет не только о профессионалах, но и о добровольцах, что очень важно. Сейчас мы посмотрим карту когда республики, я вам скажу подробнее. Вы увидите, почему именно мы нуждаемся в добровольцах. И добровольцы, они должны иметь желание помогать людям. А вот если есть такое желание, работа всем найдется. Имея в виду, что не обязательно вам бегать там по горам или спускаться с вертолетов. Очень много добровольцев у нас работает как координаторы поисковых работ. Они помогают информационно. Значит, есть спасатели, добровольцы, которые уходят в лес вместе со спасателями профессиональными, очень им помогают. Потому что если у нас команда на поиск выходит в лес, например, грибник потерялся или ягодник, да, у нас часто такое бывает. И выходит команда, выезжает 8 спасателей. Это, конечно, мало, да, чтобы прочесать лес. И тогда мы зовем на помощь наших школьников,
обученных заранее нашу молодежь, добровольцев, и они подключаются, и во время поисков уже не 8 работает профессиональных спасателей, к ним подключается 50-60 добровольцев, и это уже совсем другая история, понимаете, когда больше народу, легче найти человека в лесу. Вот. Давайте посмотрим о том, как стать спасателем. Вот я попрошу следующий слайд. Вот. Вот тут написано, что нужно. Это самые главные вопросы я выбрал, которые обычно задают ребята. Как стать спасателем? Вот. Тут вы видите, да, тут написано, надеюсь, читаемо все, да? Видно вам? Я не буду пересказывать текст, вы на него смотрите, а я буду его комментировать. Так вот, самое важное, что многие спрашивают, это надо учиться и так далее. Где учиться? Вот я сейчас на эти вопросы хочу ответить. Чтобы стать профессиональным спасателем, не обязательно иметь специальное высшее образование. Вот у нас приходят ребята после средней школы, после среднеспециальных учебных заведений. Конечно, с годами требования к спасателям растут, но приходят многие у нас после работы добровольцами. Вот мы начинаем в школе, например. Вот я уже достаточно долго работаю в службе спасения. У нас сейчас в эту службу пришли ребята, спасателями профессиональными работают, которые когда-то были школьниками, как вы, и мы с ними проводили вот такие же занятия. 30 лет назад, 20 лет назад. И эти ребята, еще будучи школьниками, они начали с нами общаться, заниматься, и в конце концов многие из них сейчас уже являются спасателями высшего разряда, как говорится, первого класса. Если мы вот после наших занятий продолжим общение, даже можем организовать встречу именно с этими ребятами, которые практически со школьной скамьи у нас пришли в спасательную службу. Надеюсь, вам это будет интересно. Вот. И один из створов, так сказать, да, и один из коридоров, по которому приходят к нам в службу профессиональную спасатели, это работа в сфере волонтерства. Ребята сначала работают волонтерами, вот, а потом... Здравствуйте, извините за... Ой, Не слышу. Это был вопрос? Что это было? Я не услышу. говорю здравствуйте. 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 И вот, о чем я говорю. Очень важно, вот сейчас, допустим, в вашем возрасте, пока еще рано выходить куда-то на работу, да? У вас еще много лет учебы впереди. Но уже сейчас, наверное, нужно привыкать к тому, что в жизни могут подстерегать самые разные опасности. Мы сами все знаете. Кто-то на моторках едет, кто-то в озере купается или на реке, вот, кто-то в лес ходит. Поэтому любому человеку нужно знать азы безопасности, как не заблудиться в лесу. Соответственно, это нужно быть ориентировщиком, да? Как правильно выжить, если лодка перевернулась. Для этого, конечно, надо уметь плавать и правильно обращаться с личным судном и прочее, прочее, прочее. И список этот можно продолжать бесконечно. Вот. Но все ребята, которые у нас занимались когда-либо и приходили и общались с нашими спасателями, в спасработах участвовали, все-таки все они, поступив на работу в другие даже структуры, кто-то стал экономистом, кто-то юристом, да, кто-то стал водителем, они не посвятили свою жизнь профессиональному спасению, но они до сих пор много лет держат с нами контакт, и работая в других отраслях, они участвуют и помогают нам в поисково-спасательных работах. И это очень важно, поэтому мы вот с вами сегодня об этом и будем говорить. И еще, если кто-то из вас хочет посвятить свою жизнь системе МЧС, ну, например, на руководящих должностях, не только простым рядовым спасателям, то тут нужно обязательно уже получать высшее профессиональное образование в вузах МЧС. Вот на следующем слайде, на 6-м, как раз тут перечислены
вузы, в которых обучают именно по профессии спасатель. То есть люди, закончившие академию, институты, вот эти так, они приходят после институтов, обучившись к нам в республику, работают на офицерских должностях, им призываются звания от лейтенанта до полковника. И у нас самое высшее звание в республике, которое мы знаем, это генерал-майор МЧС. Вот. Вот такой перечень есть. Если у вас будет интерес к этому, где взять этот перечень, может быть, напишите нам на сайт. Я в конце нашей беседы покажу вам скрины этого сайта, вы запишите адрес и можете там нам задавать вопросы через WhatsApp. Там есть значок WhatsApp, нажмите его и сможете все это узнать. Итак, а теперь я коротко прямо расскажу про нашу республиканскую поисково-спасательную службу. Вот, будьте добры, следующий слайд. Вот. Вот как я говорил, уже 190 человек работает. Здесь у нас несколько управлений есть. И я бы хотел рассказать как раз о самом главном управлении. Это управление поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акваториях. Ну, акватория – это на воде, значит. Да? Так вот, в этом управлении у нас работают самые как раз боевые товарищи, наши профессиональные спасатели. И в это управление входят аэромобильные отряды, это автомобильные отряды, это водолазные отряды и другие. Вот. Часто мы делаем дни открытых дверей, но многие от нас далеко, конечно, понятно. Но если будет интересно, по этим отрядам мы отдельно поговорим, поскольку сегодня у нас общее такое ознакомительное занятие. Так, вот. На 8-м слайде у нас, посмотрите, на 8-м слайде у нас карта есть вот такая. Мы специально сделали, чтобы вам видно было. Там, где флажки стоят, ну, кто где из ребят находится, из какого района, они смогут увидеть. Там, где стоят флажки, там есть профессиональные отряды нашей службы. Они есть не во всех поселках. Я говорил о том, что у нас не так много. Поэтому вот посмотрите, там, где есть флажок, значит, там базируется поисково-спасательный отряд нашей службы спасения. Там есть начальник отряда, там есть небольшой, но боевой отряд ребят, профессионалов. Они, как правило, их не более 6-8 человек. И вот они в своем районе, в соседних районах, часто объединяясь с другими районами, как раз занимаются тем, что ищут людей пострадавших, потерявшихся, и помогают людям во время паводка, во время лесных пожаров. Вот примерно вот такой у нас небольшой очень разброс. Сами заметили, видите, какая территория большая у нас, а флажков всего вот несколько, да? Поэтому еще раз говорю, что мы никак не можем обойтись без наших добровольцев. Но если добровольцы будут помогать профессиональным спасателям, они тоже какую-то подготовку должны иметь, хотя бы элементарную. Об этом мы с вами будем, об этой подготовке говорить будем на следующих занятиях как раз конкретно. Вот. И вот тут у нас есть карта, специально я сделал такую для вас именно. Посмотрите на карте территория Республики Саха-Якутия на карте и территория Европы. Посмотрите, сопоставимость какая. Какая у нас огромная территория. И вот здесь все, наверное, знают, географию проходили. Ну, вот на слайде видно цифры, да, 3 миллиона квадратных километров. Представьте, если мы разделим их на количество наших спасателей, то у нас придется примерно один спасатель, профессиональный, который штатный работник, один спасатель на 30 тысяч квадратных метров. Сами понимаете, это все, опять же, я говорю к тому, что мы... Да, километров, извините. Один спасатель на 30 тысяч квадратных километров. Это я все веду к тому, что опять мы никогда на всей территории не сможем работать быстро и эффективно, если нам не будет помогать население. А население – это мы сами, вы. И посмотрим мы следующий слайд. Вот. Ну, на следующем слайде у нас немножко такая диаграмма. Может быть, кому-то понятно, кому-то непонятно. Но тем не менее, там есть циферки. И вы можете посмотреть, что
Вот я какой вам сказать. Вот 17-й год возьмем, например, да? Вот синим тут количество поисково-спасательных работ. Представляете себе, в году 365 дней, да? А вот количество поисково-спасательных работ 440. Это именно поисково-спасательных работ, не считая рядовых выездов там, в городах, когда что-то случилось на ДТП и так далее. Именно поисково-спасательных работ. Это когда мы ищем людей, не считая дорожно-транспортных происшествий, паводков и пожаров. Вот. Представьте, какая нагрузка идет сейчас на спасателей, на наших спасателей. И вот внизу как раз и написано, что мы уже несколько лет занимаемся тем, что готовим добровольцев. И вот исходя из этого мы просчитали даже, что эффективность повышается у нас на 30%. Это очень большая цифра. Когда к нам подключаются наши добровольцы, эффективность повышается на 30%. Вот. Таким образом. Как мы организуем добровольцев? Ну, можно слайды дальше, можно 11 поставить. Я скажу коротко. У нас есть несколько общественных организаций. Это региональное отделение Российский союз спасателей. Это для молодежи и взрослых людей. И у него есть молодежное крыло ВСКС, называется Всероссийский корпус спасателей. Там объединяются студенты по интересам, по своим, те, кто хочет делом спасения заниматься. И у нас есть еще детско-юношеское движение «Школа безопасности». Это опять наши спасатели и наши же добровольцы-спасатели, взрослые уже, те, которые имеют какой-то опыт, они работают в школах, некоторые ведут кружки. Я знаю, что не у всех это есть. У нас наиболее активно здесь работают такие кружки в Якутске и в Нерюнгри. Может быть, еще где-то есть, но я пока об этом не знаю. И хотелось бы, чтобы вы у себя на местах провели инициативу какую-то и создали свои мобильные отряды «Юный спасатель» на базе школ. Вот. А мы бы подключились также, правда, издалека по Zoom и отвечали бы на ваши вопросы, помогали, как-то вам рассказывали, показывали, организовывали встречи с профессиональными спасателями, чтобы было интересно и насыщенно проводить время, получая знания в деле спасения. Ну и я хотел бы сказать, что любая подготовка спасателя, она начинается с того, что спасатель должен иметь устойчивые навыки оказания первой помощи. То есть неважно, вот вы можете быть хорошим спортсменом, подготовленным спасателем, можете уметь ездить на лодке моторной, водить машину, значит, прыгать с парашютом. Но если вы, добравшись до пострадавшего человека, потерявшегося, например, в тайге, истощенного, не сможете оказать ему первую помощь, то все ваши знания, конечно, обнуляются. То есть грош им цена, если вы, работая спасателем, не умеете оказывать первую помощь. Поэтому оказание первой помощи – это один из главных факторов обучения. И мы всегда начинаем с того, чтобы человек обладал такими навыками. И вот посмотрите, мы с вами, допустим, можем, как гражданские люди, которые не работают в спасательных службах, например, да, где-то еще в силовых структурах, мы можем ограничиться объемом часов, 16 часов оказания первой помощи, обучения. Вот. Но спасатель, даже вот начального уровня, он, когда приходит, обучается на первоначальную подготовку спасателя в курсах, он получает сразу 67 часов профессиональной подготовки именно по оказанию первой помощи. Если он становится спасателем 3-го класса, он еще больше часов изучает. И также 2-го класса, и также 1-го. Как вы поняли, от звания спасатель до спасатель до звания спасатель 1-го класса, оно проходит какое-то время, и люди поэтапно, сначала спасатель 3-го класса, потом 2-го, потом 1-го, они проходят подготовку. И все это, конечно, приходит со временем. Вот.
я бы хотел сейчас, чтобы поставили 12 слайд. Вот мы посмотрели, я об этом уже сказал. Вот. О том, что в первую очередь мы обращаем внимание на оказание первой помощи, а потом уже на вопросы тактики поисковых работ, специальной подготовки, там, ориентирования и прочих вещей. Вот, кстати, на фотографии, вот где на слайдах, да, там везде, вот кроме первого строя профессиональных спасателей, которые мы видели, на остальных фотографиях в большинстве все это наши добровольцы. Вот сейчас вы видите справа на слайде фотографии, это наши добровольцы на учениях. Видите, они в специальном снаряжении, они нашли в тайге пострадавшего и сейчас транспортируют его на самодельных носилках. Вот. Это я к чему говорю? К тому, что мы очень проводим учебно-тренировочные сборы в лесу с добровольцами, выходим просто в походы и там обучаемся навыкам поиска и спасения, и оказания первой помощи в том числе. Но поскольку сейчас, во-первых, не везде есть наши отряды, куда можно прийти на экскурсию, спросить что-то. К тому же сейчас у нас большие ограничения, как уже было сказано, да, и мы вынуждены дистанционно общаться друг с другом. Одну минутку, я сейчас водички глотну. Дистанционно общаться с друг другом вынуждены. И поэтому мы постарались и создали сайт для того, чтобы каждый из вас мог в любое время, без всяких ограничений, зайти на этот сайт и найти информацию или обучиться навыкам, которые необходимы для спасателя-добровольца. И вот у меня здесь на 13-м слайде, сейчас нам можно, посмотрите, пожалуйста, может кто-то сфотографирует экран, может кто-то запишет. Это уже я веду к тому, что, чтобы вы записали и зашли на этот сайт, потому что на следующем занятии мы как раз будем обсуждать тот раздел, который я рекомендую посмотреть на этом сайте. Вот посмотрите. Итак, значит, что нужно сделать? Спасатель УКТ получается у нас, да? .ру. Вот. Нужно войти в раздел волонтеров-спасателей. Сейчас я вам скрин покажу прямо, вы увидите, я просто вам зачитаю. Порядок какой. Затем кликнуть на значок «Первая помощь», я вам тоже сейчас покажу. Затем на значок «Записаться сейчас» и откроется страница с простой регистрацией. Вы сможете записаться на эту страницу, на этой странице зарегистрироваться, и потом вы получите доступ бесплатный в любое время. Можно с телефона, можно с компьютера. Вы получите доступ ко всем программам, которые там есть. То есть там есть программа и оказание первой помощи с видеоуроками. Там есть программа «Тактика поиска в природной среде пропавших людей». Там есть программа «Командиры поисковых отрядов». И я думаю, что мы будем ежемесячно добавлять туда различные программы и информацию, которая была бы интересна тем, кто интересуется спасательным делом. Вот. И давайте, кстати говоря, вот опять же, здесь на слайде, вот видите, слева на слайде фотографии, это вот наши добровольцы на реальных спасательных работах. Посмотрите, как много народа на реальных спасательных работах. А справа это наши студенты СВФУ, которые вот как раз занимаются как раз учениями в полевых условиях. И вот скрин. Вот на 14-м слайде у нас есть скрин такой. Давайте откроем. Посмотрите, видно, да, наверное? Это главная страница сайта спасателей ЭКТ. Вот. Здесь слева есть, вы видите, слева есть такая фотография, блок такой, школа волонтеров-спасателей. Внизу слева значочек «Первая помощь», крестик.
Если вы на него нажмете, откроется программа, о которой я говорил, из которой мы как наши занятия последующие будем начинать всегда. То есть мы будем последующие уроки наши обучаться первой помощи, поскольку это основа основ в спасательном деле, которое может пригодиться не обязательно вам в поисковых работах где-то, оно может пригодиться в походе, дома, где-то на игровой площадке, потому что каждый человек должен уметь оказать помощь самому себе и своим товарищам, к примеру, да? Начиная от того, что пальчик обжег, и заканчивая тому, что могут быть тяжелые случаи, какие-то переломы, какие-то удары, падения и так далее. Поэтому мы большое внимание именно этим программам уделяем. И вот смотрите, на 15-м слайде здесь у нас, когда вы открываете, вот такая, на первую помощь нажимаете кнопочку, вот возникает такая страница. И вот здесь справа написано «Бесплатно», «Записаться сейчас» нажимаете, и там уже регистрация. А на фотографии на этой тоже наши люди, которые обучают, сейчас как раз мы обучаем здесь волонтеров-медиков приемом оказания первой помощи. Если есть вопросы какие-то по поводу того, что я сказал, в частности по сайту, вы, пожалуйста, пишите нам. Пишите нам, мы с удовольствием вам ответим. И вторую половину нашей беседы я бы хотел посвятить практическим вопросам оказания первой помощи. Вы должны понимать, что мы не все медики, не все мы такие смелые, чтобы кидаться к человеку, если, например, человек упал откуда-то, да, сломал ногу, лежит без сознания, мы не знаем, что делать. Не всегда мы решимся оказать первую помощь непосредственно человеку. Поэтому вы все должны понимать, это мы говорим и взрослым, и детям, и учим наших спасателей так, тому, что первая помощь уже может стать, вернее, не стать, первая помощь, если вы позвонили по телефону в экстренные службы, вы уже оказали первую помощь, вот так скажем. То есть это и есть первая помощь. Вы не оставили человека в беде, в опасности, если вы сами не решились по каким-то причинам сделать ему там реанимационные мероприятия, там, искусственное дыхание или еще что-то, да? Но вы позвали на помощь, вы уже оказали неоценимую услугу этому человеку. Вот. И поэтому мы всегда учим всех, ну и сами учимся и тренируемся постоянно, как правильно вызывать экстренные службы. Ну, у всех, наверное, по-разному у вас работают службы скорой помощи, но нужно понимать, что есть единый телефон, единая диспетчерская служба, он единый телефон 112. Слышали, наверное, все про это? Сейчас единый телефон 112. Можно в случае какой-то чрезвычайной ситуации с вами или с товарищами позвонить в скорую помощь. Не все знают, как туда звонить. По сотовому телефону можно набрать 103. Раньше 03 было, теперь по сотовому телефону мы набираем 103. Если у вас нет денег на телефоне, вы должны знать, что все равно набор экстренных служб, он бесплатный. И не надо теряться, если вам говорят, позвони, вызови скорую помощь, вы не должны отвечать, а у меня денег на телефоне нет. В любом случае, даже если на телефоне нет денег, он соединит вас с этой службой. Вот это не все знают, к сожалению. Хотя это, в общем, простой вопрос такой. Вот. И так вот, по первой помощи. Мы сталкиваемся постоянно с тем, что не все правильно умеют вызывать скорую помощь. Вот. И я хотел бы вам об этом сегодня сказать. Это самый важный и первый шаг, который вы должны сделать, если что-то где-то увидели, случилось. Хотя вы можете, если вы пройдете наш курс первой помощи, в том числе на сайте, вы сможете оказывать первую помощь. Я, кстати, хочу привести несколько примеров. Например, такой есть. У нас ребята, двое школьников, шестиклассников, например, в Шантарском районе, они спасли свою одноклассницу, они ее
достали из воды. Она уже была в состоянии клинической смерти, она не дышала уже. Вот. И эти двое ребят, парней, они смогли не только ее достать из воды, но они смогли ее оживить. То есть они сделали ей все необходимые реанимационные мероприятия. Девочка стала дышать, она пришла в себя, и без всяких последствий для своего здоровья она сейчас живет, растет и радуется жизни. Вот я к чему это говорю? Любой из вас может такую помощь оказать, если имеет хотя бы какие-то необходимые самые начальные навыки. Представляете, они спасли целую жизнь целого человека, который вырастет, выйдет замуж, потом у него свои дети будут, и пойдет ветка. Вот. И скажу еще, что этих ребят, ну это не единичный случай, я привожу как пример, у нас времени немного, я мог бы перечислять много. Вот. Но просто мы вчера были на занятиях, и там была девушка из Сунтара, она этот случай помнила и знает, и мы этот вопрос обсуждали на занятиях. Этих ребят мы отправили в город Москву вместе с их учителем ОБЖ, потому что учитель ОБЖ хорошо с ребятами работал, научил их правильно. И вот они поехали в ОБЖ, в Москву, и в колонном зале, в Кремле им вручили награды за спасение человека. Было очень интересно, очень здорово. Есть случаи, когда награды наших школьников застают уже в армии. Некоторые, кто-то спас человека, а потом пока идут наградные дела, документы и так далее, он уже в армию ушел, школьник, да, школу закончил, время подошло. Вот. Ну, бывает тоже приятно, когда мы где-то перед строем человеку, который только-только начал служить, ему вручают медаль. То есть это повышается собственная самооценка, товарищи на тебя с уважением смотрят, вот, оказывается, непростой у нас такой человек есть. Поэтому, ну, мы стараемся поощрять наших помощников добровольных. А случаев вот оказания помощи добровольцами, в том числе возрастов от 6 класса, по нашему, и выше, очень много таких случаев. Поэтому я немножко отвлекся, конечно, но давайте продолжим по первой помощи. Вот первая помощь – это звонок. Как его делать? Чтобы позвонить в скорую помощь, надо набрать, как я уже сказал, либо 112, либо 103. Вы берете телефон в руку, да, набираете, и вы должны очень быстро и четко диспетчеру сообщить о том, что случилось. Ну, у нас такая формула есть. Когда вызываешь скорую помощь, нужно сказать, где случилось, что случилось и с кем случилось. Почему вот такой порядок? Где случилось? Потому что не всегда есть устойчивая связь, может телефон сесть и прочее. Поэтому мы звоним диспетчеру и говорим, например, алло, меня зовут Иванов Иван, у меня одноклассник вот сейчас скатился с горки по улице там, Петра Алексеева, 12/2. Ага. Лежит и не подает признаков жизни. Например. Почему мы стараемся в первом же предложении сказать о том, где случилось? Потому что если вдруг прервалась связь, у диспетчера идет запись, и связь прервалась, они понимают, что все равно что-то случилось, раз человек позвонил в скорую помощь и назвался. Вот. И в любом случае в это место освободившаяся или ближайшая дежурная бригада скорой помощи подъедет. Поэтому мы всегда на всякий случай говорим, начинаем с того, где случилось. Например, алло, меня зовут Петя Иванов, на Петра Алексеева 12/1 лежит мой одноклассник, подросток, лет 12. Вот, то есть не подает признаков жизни. Вот мы практически одним предложением уже все сообщили. Где случилось, что случилось, лежит, не подает признаков жизни. И очень важно, что мы сказали, что это мальчик.
или это подросток лет 12, или девочка лет 12, или мужчина лет 40 примерно, да? Или просто взрослый мужчина, или пожилой мужчина, или пожилая женщина. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что у детей есть свой врач, да? Он называется педиатр. У взрослых есть свой врач, он называется терапевт. Почему это разные врачи? Потому что разный возраст, соответственно, разные медицинские подходы, разные медикаменты даются, да, применяются. Вот. По-разному оказывается первая помощь. Поэтому, если вы указали возраст и пол человека, диспетчеру легче сориентировать бригаду скорой помощи для того, чтобы она подоспела вовремя. Вот представьте себе, приедет, вы ничего не сказали, приехала бригада скорой помощи, например, и говорят: о, так это же ребенок, надо вызывать детского врача. Ну, я так утрируя говорю, да, но тем не менее, когда вы точную информацию даете, бригада уже знает, готовится. Они же, когда едут, они готовятся, они понимают, что им предстоит делать. Там, я не знаю, если человек без сознания и не дышит, они понимают, что им нужно, например, дефибриллятор, все, наверное, знают, что такое. Это когда электрическим током бьют, значит, накладывают на грудь и пропускают мощный электрический сигнал через человека для того, чтобы дать толчок сердцу. Вот. Или какие-то медикаменты. Поэтому вот именно очень важно говорить о том, ребенок это или взрослый человек, мужчина это или женщина, потому что подходы разные. Вот. Что еще к этому могу добавить? Еще очень важно, чтобы вы после того, как вы сказали все, выпалили это предложение, допустим, да, за 30 секунд, вы не ложили трубку. Вы всегда должны дождаться ответа диспетчера, когда он скажет: все принято, и сам положит трубку. Почему это делается? Это опять же из серии того, что потеря связи. Вы все сказали, трубку положили, ей некогда. И иногда невозможно к вам дозвониться снова, чтобы уточнить детали. Когда вы все сказали, назвались, может наступить пауза. Диспетчер может посмотреть на экран, может посмотреть, уточнить на карте, на своей интерактивной карте, где какая бригада. Вот. Если он не положил трубку, значит, ему есть что вам сказать. Поэтому старайтесь не класть трубку, а обязательно дождаться ответа диспетчера. Вот, пожалуй, у нас на сегодня такой коротенький, по верхушкам мы пробежались. Да, я понимаю, пробежались по верхушкам, но тем не менее за час очень мало что можно рассказать. Я вот вам эти слайды показал. Вот эти слайды и видеоуроки вы можете увидеть на том сайте, о котором я вам говорил, спасателикт.ру. Вот. И этот сайт у нас будет развиваться, и мы там на этом сайте будем приводить всякие примеры, мы будем выкладывать всех отличившихся наших школьников, что они сделали, как они сделали, где какие мероприятия проходят. Поэтому мы этот сайт запустили вот буквально, знаете, 2 недели назад. И он еще будет развиваться, и, надеюсь, с вашей помощью. Если у вас какие-то интересные случаи происходили, и ребята кому-то помогли, вы пишите нам. Мы с вами будем связываться, мы будем размещать вашу информацию на этом сайте. Да? У нас там есть ссылка на Инстаграм. Да, вы можете на Инстаграм подписаться, что-то кидать нам, мы вам будем давать информацию и так далее. Вот, я призываю вас к взаимному общению. И нам очень интересно, что происходит у вас там на местах. Вот. Ну, на этом я, наверное, закончу. Всего доброго. Рад был, что вы так выслушали меня. Никто не ушел. Я смотрю на экран, никто не вышел из... Василий Александрович, спасибо большое. Мы ровно уложились вовремя. И, ребята, вот сейчас
вы познакомились с Василием Александровичем. С этого дня я считаю, что для тех, кого интересует служба спасения, но точно скажу, что жизнь, она непростая, в жизни бывают разные обстоятельства. И я сама лично проходила подготовку у Василия Александровича, у нас был пеший поход в 2019 году, и те навыки, которые мы получили у Василия Александровича и его команды летом, да, у нас был пеший поход до пандемии в 2019 году, обязательно, я думаю, что пригодятся и в моей жизни, и пригодятся в вашей жизни. И сегодня буквально у вас появился друг и наставник в лице Василия Александровича. Поэтому действительно мы все контакты Инстаграма, сайта полностью отправим ребятам через ваших кураторов. Найдите, подпишитесь, знакомьтесь. И может быть, не обязательно, может быть, кто-то получит профессию спасателя, а может быть, действительно кто-то станет волонтером службы спасения, потому что мы все прекрасно знаем, что летом горела почти вся Якутия, и как раз-таки через руки, глаза, уши, как говорится, знания, компетенции Василия Александровича, около 1000 волонтеров прошли через его подготовку, поэтому это неоценимые знания и умения, навыки, которые абсолютно... Вот 1000 волонтеров, которые прошли подготовку Василия Александровича летом, эти же волонтеры, возможно, пригодятся нам в будущем, потому что в жизни, тем более в Якутии, в нашей вот сложной такой географической и сезонной обстановке, действительно очень нужны волонтеры, потому что мы живем в чрезвычайных ситуациях. И лесные пожары, и морозы, и холода, и разные обстоятельства стихийные, да, наводнения могут быть. И тогда на местах как раз-таки должны быть люди, которые готовы тут же пойти спасти и абсолютно бесплатно оказать поддержку, может быть, спасти себя, спасти свою семью, друзей и коллег. Поэтому на этом мы завершаем наш первый такой вход такой, в курс спасателя. И я думаю, что мы еще отправим ссылку записи, потому что какие-то, может быть, знания, вот информацию, которую вы сегодня услышали, это можно перемотать, это можно, как говорится, пересмотреть. Да? Поэтому мы абсолютно вот сегодняшний наш эфир мы сохраним и ссылку тоже передадим вашим кураторам. Мы сейчас, ребята, уходим на небольшой перерыв до 5 часов по якутскому времени. Я знаю, что у вас время еще идет вперед. Через 15 минут мы с вами подключаемся на мастер-класс по профориентации. Василий Александрович, мы ждем вас завтра в это же время. У меня 1 секунда. Я рекомендую всем пройти тест первой помощи, первый раздел. Там всего 2 вопроса. Да, мы ссылку вам Всего обязательно... 2 вопроса. Это в Инстаграме, да? Это на сайте, мы отправим вам ссылку, ребята. Ага. Все, встречаемся Всем завтра привет. с Василием Александровичем. Спасибо большое. Да, через минут 15 мы с вами включаемся на мастер-класс по профориентации.